В прошлом году проект по линии Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий» порадовал жителей селения Троицкое. На его реализацию местной администрации было выделено более 1,5 миллиона рублей. Он включал в себя благоустройство местного парка. Здесь отремонтировали фонтаны и планируют возвести детские площадки. По линии Минсельхоза, Министерства сельского хозяйства, было выделено на детскую площадку и на фонтан. Сумма было выделено. Вот этот, как его, фонтан, мы уже трехъярусный фонтан сделали. Вот и ждем, должны провести заявку, уже подана, и должны установить детскую площадку. Так сотрудникам администрации удалось частично обустроить общественную зону. В этом году парк попал в список объектов на конкурсное участие в нацпроекте «Городская среда». Если он наберет большее количество голосов, то тут планируют благоустроить прилегающую территорию, заменить ограждения и установить новые фонари. Жители уже спешат отдать свой голос за проект на портале госуслуги. Yurt vakmi ve Respublika Egeryaka yurt mi Троицкая. Сандашки сайвозычинге везычинге отдел голосовать за парки. Парк для жителей поселения имеет большое значение. Отдыхают здесь практически все, вне зависимости от возраста. Много молодежи, так как рядом находится школа. В парке после школы двигаться хозместиги природа хозжус. Ханзу бежишь площадка же все. Господи, мама, папа, бежишь далеко уж. Хозло дус. Кроме обустройства парка, по линии Минсельхоза в этом году были установлены 30 фонарных столбов по улице Шоссейная протяженностью в 700 метров. Освоено около 600 тысяч рублей. Кстати, эта территория также попала в список объектов для голосования по нацпроекту формирования городской среды. Если улица получит больше голосов, то здесь установят дополнительное освещение, там, где нет. Выбор остается за жителями. Так как центральная улица, транспорт, люди переходят. Чтобы была видимость нормально, чтобы шофера могли видеть и дождливую погоду, и ясную погоду. Национальный проект формирования комфортной городской среды охватил всю Россию, в частности все города и районы республики. Так, в результате голосования в 2022 году жителями Назрановского района была выбрана улица Мальсагова в селе Яндаре. В начале этого года по всей ее протяженности были установлены источники освещения. Сделали полностью освещение этой улицы, там заменили полностью новый провод, новые светодиодовые фонари, столбы поменяли, где нужно, где не хватало, чтобы рядом с тротуарами, чтобы он проходил. А что работу как раз перед Мархаж, вот эту работу они завершили. Сейчас осталось, заказали, привезут скамейки, установят в центральной площади. На улице протяженностью 4600 метров расположены такие соцобъекты, как школа, детский сад, ФОК, почта, дом культуры, администрация и центральная мечеть. Жители села не планировали упускать возможность и все как один отдавали свой голос за центральную улицу села. Освещение, улица, голосование я чхан бадри ач уйстер дукнах чок ахигер голосовать даже кыба администрация кантшо юрт дертхоцани шей улиц здесь даже тест был уже ханялчи яндри замале по численности населения солчо активный был уйстернах активный халра баш безм тхаца халра штан дал я тубака бачик яка и программ освещение лач адик бобы Анзамла лев бирж тхом да ребята мухливен им бирж деш толшан а хан сейчас спокойно бирж абахма бирж бацш хама хер бирж бац уличу асирдями хози бирж наха хози. В этом году Назрановский район представил 2 объекта на голосование. Жители сами вправе выбирать ту или иную территорию по своему усмотрению. 31 мая отберут победителей, а в 2024 году приступят к их благоустройству. Вот план останется. 06 город Среда. Вот сайт. Да, вот он. Дальше идем голосовать. Последовательности выбираем Назрановский район. На сегодняшний день по благоустройству проходят 2 общественные территории. Улица Новая. Узнаем поподробнее. 90 подали проголосовали на сегодняшний день 91 человек.
Эта улица у нас новая. Так, далее уходим, смотрим на вторую улицу. Улица Подгорная. Улица, ведущая к детскому садику и ДК. На сегодняшний день проголосовало 205 человек. Вот, если хотим узнать, где он расположен на карте партии, вот школа номер 3, то есть рядом с ДК и детским садиком. Рекомендую жителям сельского поселения Сурхахи, в том числе Назранского района, проголосовать за социально значимую улицу. В большинстве просим уделить внимание, в которой проходят школы, садики и спортивные учреждения. Для нас это важно. Также требую вас зайти на сайт 06.городсреда.ру, проголосовать, проголосовать за ту улицу, которую вы считаете необходимым. Для этого вам необходимо уделить 5 минут времени. Необходимо, в свою очередь, вставить свой номер. На этот номер приходит код, подтверждаете этот код, и непосредственно буквально в течение 3 секунд приходит подтверждение, что вы проголосовали. В голосовании может участвовать любой желающий от 14 лет. Если кто-то не до конца понимает, как это сделать, может обратиться за консультацией в местную администрацию. Адам Гулоев, Джамалил Султыгов, Хамзат Халухоев, Новости 24.